Здравствуйте. Вы смотрите программу «На тему дня». 26 ноября исполняется 25 лет со дня создания татаро-башкирского культурного общества в Дубне. Сегодня о его деятельности расскажут наши гости. С удовольствием их представлю. Белла Тимофеевна Бигбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Белла Тимофеевна. Добрый вечер. Председатель региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Фарид Мухтасаров. Добрый вечер. Председатель Дубнинской татарской национально-культурной автономии Ильдар Газизов, аспирант университета Дубна, представитель молодежи татарской Марат Гизатуллин и руководитель Центра национальных культур города Дубны Лилия Алексеева. Здравствуйте еще раз всем. Здравствуйте. Совсем скоро для вас важное событие, мероприятие. Это 25 лет со дня создания, основания. Белла Тимофеевна, вот вы один из тех людей, которые стояли у истоков. С вас начиналось. Да. Вот вспомните, как начиналось и вообще с какой целью создавалось все. Дело было в очень лихие 90-е годы, когда депутаты городского совета Дубны собирались в Доме культуры «Мир» на все совещания. Я долго думала о том, а почему мы не собираемся, татары? Нас много. А вот я работала в Доме культуры уже достаточно, и собираются все землячества. Одно землячество, второе, третье, праздники, встречи и общение. А вот у нас не получается. Я встретила двух молодых, симпатичных людей, Мухтасарова Фарита, ваша светлость, и Сайфуллина Шамиля. И я им предложила: ребята, давайте соберемся, давайте мы сделаем так, чтобы мы общались, потому что обидно, многие забывают родной язык. Потому что вот мои дети выросли в Дубне, они языка не знают. Бабушки давно нету, ездить не к кому, и поэтому обидно, что теряется язык. А потеря языка – это потеря народа. Поэтому давайте мы с вами объединим всех татар и сделаем что-нибудь интересное. И тем более на следующей встрече, когда собиралось следующее заседание горсовета, я уже в это время съездила в Ленинград и повстречалась с большим татарским обществом Питера. Понимаете, какие интересные дела. Я настолько загорелась, приехала и сказала: ребята, все, давайте начинаем. И вот мы начали, может быть, с малого. Несколько человек, кто кого знает, пригласили. Добро есть помещение, Дом культуры. И мы с удовольствием там собирались. И потом все стало шире, шире. Возглавил наше общество Фарид Шамилович. Мы с удовольствием подчинялись хорошо. И все помогали и начали собираться. У нас созревали планы, каждый приходил. И что я хотела отметить, в это время на наши собрания приходил всегда батюшка Александр. Это было мне очень приятно, знаете, это как-то поддерживало. То есть это чувствовалось, что это мы задумали хорошее дело. И потом все пошло дальше, дальше, больше народу, праздники и так далее. Я думаю, что о деятельности нашего общества лучше расскажут мои коллеги. Да. Фарид Шамилович, одно дело это организовать общество, где-то собираться тайно об этом. А так получилось, что о вашей организации в Дубне известно, вы о себе заявляете. Вот как удалось такое организовать и как вообще вот о себе заявить для граждан удалось? Что для этого делали? Ну, во-первых, я хочу сказать в продолжение того, что сказала Белла Тимофеевна. На самом деле вначале собрали тех, кто кого знал. У меня был свой круг общения до этого, несколько семей знал. Так мы встречались, праздники отмечали. У Беллы Тимофеевны свой, соответственно, у Шамиля и так далее. И вначале мы собрались человек 20. Собрались, на самом деле, даже первая встреча, она уже нас вдохновила. Потому что никто с таким количеством татар еще в Дубне не встречался. За чашкой чая, национальной выпечкой и так далее. А дальше уже начали думать, не просто собираться чай пить, а познавать. Среди нас интеллектуалы, прекрасный
парень, к сожалению, он ушел уже из жизни рано, Юнус Кашфаразеев, который уже увлекался историей, он начал проводить беседы по истории татарского народа. Нам было всем интересно. Далее начали проводить вечера, посвященные поэтам различным. Я лично сам проводил вечер поэзии, посвященный Фанису Яруллину, который является моим односельчанином. Его так и называют татарским Николаем Островским. Человек с 20 лет, оставшийся без движения, всю жизнь посвятил поэзии и стал известным поэтом, народным поэтом республики. Вот. Я его знал, его уже в живых нет, и сегодня в нашем городе Баулы Татарстана стоит памятник ему и его супруге. Супруга еще жива. Далее, общаясь в таком кругу, мы, соответственно, приглашали всех, кто попадался, скажем, на жизненном пути. И для нас каждый раз было интересно, приходит новый человек, и мы спрашивали его: ты откуда, как здесь оказался и так далее. То есть знакомство шло. К нам пришел корреспондент газеты «Вести Дубны», по-моему, да? Да. «Вести Дубны» поприсутствовал на нашем мероприятии и поместил хорошую статью в газете. Вот. После этого опять откликнулись люди. То есть мы постепенно стали узнаваемы в городе. Виктор Лихачев, помню, наш друг тоже, Виктор Лихачев, писал тогда: вот татары объединились, но вот то, что во главе вот этого сообщества стоят такие известные люди, это говорит о том, что общество развивается в правильном направлении. Для нас это было комплиментом. Мы действительно развивались в направлении познания и объединения. Далее наш круг общения, он выходил постепенно уже на уровень города. В 1996 году мы официально зарегистрировали наше общество и провели презентацию на городском уровне, и пригласили гостей из Москвы. Начали узнавать москвичей, общаться с ними, выезжать в Москву на мероприятия, которые там татары организуют. И таким образом наш круг общения расширялся еще больше. И, наверное, в 1999 году я назову первый большой концерт национальной культуры, который мы в городе вместе организовали на базе Дома культуры «Мир». Тогда на этом концерте приняли участие такие мастера искусств, как Ильгам Шакиров, известный наш татарский певец, мастер, и Ринат Ибрагимов. Десятилетие мы очень здорово отметили, уже с участием полпредства Татарстана. К тому времени уже была создана региональная татарская национальная культурная автономия Московской области, и присутствовали на этом мероприятии уже представители и других организаций Московской области. Это уже 2001 год. И вот так вот, постепенно развиваясь и расширяясь, мы уже выходили на уровень уже города солидного мероприятия, когда в 2005 году провели мероприятие, которое называется «Дубна поздравляет Казань», посвященное тысячелетию образования Казани. На этом мероприятии уже присутствовали представители и полпредства Татарстана, и деловые круги, выставка художников и так далее. И особенно то, что из города мы пригласили всех, которые выходцы из Татарстана, из Казани. Ибо в нашем городе много специалистов, закончивших КАИ, университет. Они постарались все быть на этой встрече. И более того, могу сказать, даже в порядке подготовки к этой встрече, вот в этом зале был организован круглый стол, на котором приняли участие такие известные люди, как Савельев Геннадий Васильевич, бывший директор ДМЗ, он выпускник КАИ, Бобров Валерий Николаевич, президент торгово-промышленной палаты, Дзюба Сергей Федорович, он замглавы. Так, и еще, по-моему, кто-то, вот такой вот круг людей, которые выходцы, Салават Каримов, значит, выходцы, которые вышли из Казани, провели круглый стол, и это смотрел весь город. Таким образом, о нас уже знали, татары есть, и на этом уровне уже пошел уровень областной, когда в 2007 году провели московский областной праздник Сабантуй в Дубне. И то, что в Дубне наше общество, оно давно существовало, и были такие надежные активисты, оно позволило нам Сабантуй провести на другом уровне, то есть по целой программе. Программа включала проведение и круглого стола по межнациональным отношениям, подготовку местных спортсменов, правилам борьбы на поясах. Далее, значит, привлечь все кружки, спортивные секции, которые были в городе. То есть на нашем празднике Сабантуй принимали участие и воднолыжники, показательные упражнения, и велосипедисты прыгали с трамплина, так? И шахматисты сидели целый ряд, соревновались. И, наконец, большой теннис провели турнир, посвященный Сабантую. Мы всех их награждали. Поэтому вот с этого момента уже
эта программа Сабантуй, она пошла на областной уровень, и к тому времени я уже и сам стал руководителем областной автономии. Я те наработки, которые мы получили в Дубне, уже развивал дальше. И Сабантуй Московской области, да, Московской области, он шествует по Московской области по разным городам. И он уже прошел 16 раз в Московской области. Кстати, в этом году был недалеко от нас, в городе Дмитрове. И наша делегация тоже ездила туда. Поэтому вот такие вот этапы движения. И я хочу подчеркнуть, что все это время параллельно у нас шла подготовка к созданию Дома дружбы. Мы выступили инициаторами, начиная с 2000 года. Мы понимали, что для такого многонационального города нужен Дом дружбы, который бы позволял проявить себя всем национальностям, всем, кто хочет, активным, проявить себя, поддерживать свою культуру и, наконец, общаться друг с другом. И вот эта работа шла у нас непрерывно все эти более 10 лет с администрацией города. И в конечном итоге мы нашли приемлемый вариант, и в 2013 году открыли Центр национальных культур в городе Дубне, руководителем которого является Лилия Владимировна Алексеева, прекрасный человек и организатор. И с этого момента у нас уже работа пошла уже в другом качестве. И в это время уже мы провели собрание нашего общества, и, как говорится, бразды управления обществом передали Ильдару Газизову, нашего активиста, который и до того вложил много сил по организации деятельности. Кстати, по организации и деятельности один момент, который я, заострю внимание, в это время мы поработали и решили вопрос выделения земли для мусульманских захоронений. И проведена большая работа была по благоустройству, в котором активно принимал участие Ильдар Газизов. Центр получили долгожданное событие, ждали такого места, да, где могли бы собираться татары и не только татары. Что произошло? Он появился. Как повлияло вот на деятельность общества? Ну, правильно. Ну, прежде, конечно, хочу сказать, что с появлением центра, с его рождения в 2013 году, мероприятия нашего татарского общества, они обрели словно второе дыхание. И самое главное, конечно, здесь, что мы получили мужчины, которые могли там сами собираться, не только мы, но и представители там других землячеств, вот, и там сообществ. И подготовки мероприятий, и проведение таких мероприятий. Нам, конечно, большую помощь организовал директор центра Алексеева Лилия Владимировна. Ну, что, можно сказать, что буквально там зарождение, буквально с появления центра в 2013 году, как я уже сказал, у нас в нашем обществе начали проводиться недели татарской культуры. То есть в 2013 году это был первый, и с тех пор мы уже провели там 3 ежегодно проводим, такие недели мы проводим там ежегодно. То есть каждую неделю, каждый день недели наполняем особой тематикой. Проводятся круглые столы на различные познавательные, интересные темы, которые посвящены там истории, культуре татарского народа. Нередко на них там приходят и преподаватели нашего Дубнинского университета, гуманитарных факультетов, а также представители землячеств и иностранных сообществ нашего города. Насколько я знаю, что это всегда проходит так весело, ярко, еще конечно, и вкусно. Конечно, да. Что немаловажно. Да, это самое главное. Да, конечно. У нас такие дни тоже есть. Там действительно, как говорите, это там, где у нас там презентуется национальная выпечка. Вот, это тоже, они там с особым колоритом национальным эти дни происходят. Да. А что еще там дает там центр? Центр, конечно, дает это там разнообразить наши мероприятия. Вот мы нередко на них приглашаем, вот на наши вечера приглашаем известных дубнинских поэтов, а технические средства уже там в самом центре дают возможность и проводить презентации, что, конечно, могут там повысить степень восприятия предмета. Тут невозможно, конечно, и там не сказать. Вот, допустим, что уникальное, там достаточно уникальным таким мероприятием было там проведение мастер-классов под руководством профессора гуманитарного Московского университета Бориса Фатыковича Усманова, на котором, и мастер-класс был посвящен, гармонизации семейных отношений среди молодежи, молодых пар, да. Вот на котором мы
совместно с центром, совместно с Дубнинским ЗАГСом приглашали молодых пар. Вот они приходили, и там с ними устраивались там тренинги различные, деловые игры. Это было, конечно, очень важно. Во-первых, там познавательно для них, и было очень интересно. Но все наши мероприятия проходят свободно для посещения, для жителей города. На них мы там приглашаем всех желающих, и приходят там представители всех там других землячеств и сообществ. И, кстати, мы сами тоже очень с удовольствием там посещаем такие мероприятия, которые устраивают там землячество уже там в нашем центре. Не только татарские землячества. Конечно. Вот русская масленица, допустим, Навруз, который проводился там совместно с таджикским и узбекским землячеством, армянской и грузинской культуры. Ну, тут, конечно, так как я уже сейчас затронул те мероприятия, которые мы провели? Да, вернее, проводим последние годы. Тут невозможно не сказать о тех мероприятиях, которые мы проводим уже там через региональную автономию нашу. И здесь, вот Сабантуй уже отмечался, но самое главное – это участие в проектах, который направлен на обучение языку, там, родному языку, молодежи, детей. И вот здесь в настоящее время дистанционно желающие могут присоединиться и дистанционно участвовать в проектах Анатоле. А Анатоле это в переводе с татарского языка, это материнский язык, язык мамы, да, матери. Вот, дистанционно и даже в онлайне можно подключиться и учить язык. Но есть также и другие технические средства, которые вот мы обладаем, чтобы помочь обучению языку уже в семьях. Вот. И, пользуясь случаем, мы приглашаем всех желающих, молодежь в особенности, приходить к нам в центр, вот, и присоединиться к этому проекту, а также, конечно, и к другим мероприятиям. Вот. Ну и также, конечно, невозможно не ответить, вот я сейчас хочу еще вспомнить о наших новогодних встречах, вот насколько они там задушевно проходят, где мы отмечаем наших юбиляров года, где дети участвуют в различных конкурсах, мы вспоминаем о тех делах, которые мы провели в течение года, и намечаем, естественно, планы на будущее. Вот в это время, в такие вечера, уже там буквально можно сказать, что там стены нашего центра, они там раскалываются от наплыва. Не вмещаются. От наплыва, конечно, людей. просто не вмещают, да, там всех желающих. И вот действительно наш центр стал маловат, тут можно, кстати, и подумать о его расширении, там действительно. Взять на заметку. Да. И на такие мероприятия к нам обязательно приходит Дед Мороз, между прочим, чтобы нас поздравить. Вот. Ну, и здесь это была, так сказать, идея молодых, там, молодежи. Вот. Здесь главным закоперщиком нашим там выступает Марат Гизатуллин. То есть молодежь уже включается активно в процесс. Марат, вот как представитель молодежи в Дубне, татаро-башкирского культурного общества в Дубне, вот на твой взгляд, какова роль такого общества в развитии детей, в развитии подрастающего поколения, в развитии молодежи, в воспитании? Вот я чуть больше старше самого вот этого общества. Я с самого детства посещал встречи, всевозможные мероприятия. И меня к этому приобщили бабушка с дедушкой. Бабушка с дедушкой приехали в Дубну по распределению после окончания Казанского авиационного института. Много кто приезжал на МКБ «Радугу». И до сих пор продолжают оттуда приезжать татары. И в семье постоянно знакомился, сталкивался с этой культурой. Бабушка и дедушка разговаривали со мной на татарском языке, угощали меня вот этими национальными блюдами. Сладости. Да, и в том числе сладости, и не только. Летом иногда ездил с бабушкой и дедушкой на родину, в Башкирию. Там больше знакомился с обычаями, общался с местными детьми, ходил на свадьбы, какие-то были поминки традиционно татарские. И позже, когда я становился старше, у меня бабушка и дедушка не стало, и я потерял возможность контактировать с этой средой.
культурной татарской. Но вот благодаря обществу в Дубне я смог сохранить вот эту вот возможность посещать мероприятия, знакомиться с культурой еще даже более глубже, чем я имел возможность до этого. И здесь вот продолжал знакомство с татарами из других регионов, а оказалось, что их очень много. Вот, в одну сторону поедешь Казань, в другую Уфа, есть еще и крымские татары, и Казахстан, вот, близкое тоже. Оренбурге. Да, ну, много расстелено, и все имеют свои какие-то культурные особенности, есть возможность чему-то научиться и сравнить себя с вот этими людьми. Вот общество дало мне возможность посещать, посетить Казань, организовывались поездки, была возможность изучить культуру Татарстана, посетить Булгары, вот, историческую родину татар, и много-много всего другого. Лилия Владимировна, вы как руководитель центра, на ваш взгляд, вот, что значит для центра вот такое общество татарское, такое активное общество в Дубне? Ну, что я хочу сказать. Как уже было сказано, 2013 год, открыт центр. При открытии его мы объявили, что Центр национальных культур – это территория единства нации. Это говорит о многом. То есть нужно работать со всеми. Но, придя в этот центр работать, понятно, что кадры никто не обучает, как работать, что делать, чем заниматься. Ну и первым человеком, который пришел мне на помощь, это стал Фарид Шамилович Мухтасаров, который помогал во всем и во время открытия центра, и уже после того. А татарское общество, ну, они настолько инициативные, настолько они откровенны, настолько они готовы прийти тебе на помощь, что даже открывая центр, они вложили свои материальные средства тоже. Не только градообразующие предприятия, о которых я сейчас скажу, но и сами люди этого общества, они вложили материальную часть при открытии этого центра. Ну и, собственно, работать центр начал вот именно с них. С татарского общества. Они были первыми, кто пришел к нам в этот центр. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо нашей администрации нашего города. В 2013 году главой города был Прох Валерий Эдуардович. Спасибо ему огромное за то, что он нашел такую возможность. Заместителю главы города Матфису Николаю Юрьевичу, начальнику отдела культуры Кузьминовой Людмиле Юрьевне, ну и Объединенному институту ядерных исследований. Ну, градообразующие предприятия, само собой, они явились спонсорами при открытии центра. Но это вот люди, небольшая часть людей, которые вместе с инициативным Фаридом Шамиловичем, с татарским обществом изыскали возможность и открыли наш центр. Ну и так, центр открыт, работать нужно начинать. С чего? Первая мысль, которая пришла, Объединенный институт, где есть национальные группы, которые нужно подключать. Что мы и сделали. Мы открыли центр наш 2 марта, а 7 марта мы уже провели первый праздник – Масленицу, куда собрались представители разных национальностей. И это, правда, был первый праздник, который вот объединил нас всех. Мы пели русские песни, татарские песни, узбекские. Узбекские дети ели блины руками и вообще спрашивали, что это такое. Это вот начало всех начал была вот эта первая Масленица. Я понимаю, что в центре работать, ну, знаете как, да, ты не имеешь образования специального, но здесь нужно иметь сердце, здесь нужно любить вот весь народ. Может быть, мне работается легко, может быть, потому что у меня есть такая хорошая поддержка в лице татарского общества. Это первое, потому что это очень важно, когда ты знаешь, что всегда тебе подставят плечо и всегда тебе помогут. Ну и второе, я хочу сказать, что очень важно понимать вот эту тему. Многонациональный город, наш город Дубна, где представители 19 национальностей работают в Объединенном институте. Да? Значит, то есть в каждой школе есть разные дети, в каждом учреждении и так далее. Их нужно всех объединять, их нужно как-то всех чем-то заинтересовать. Но когда ты начинаешь работать в этом направлении, что ты понимаешь, вообще-то народ сам готов. Люди все хотят общаться, люди все хотят быть вместе. Да? То есть нас, на самом деле, ничто не разъединило с того момента, когда мы были одной большой страной, Советским Союзом.
Мы проводим праздники Навруз, вот уже говорили. Мы проводим армянские праздники. У нас был чудесный закрытый показ грузинского кино. Вот Ильдар сказал о том, что мы проводим неделю татарскую. Мы решили, вот где-то, может быть, кто-то, вот давайте проведем день. А мы сразу решили неделю татарской культуры. Это на самом деле здорово. Каждый день чему-то посвящен. К нам идут разные люди разных национальностей. Они познают. Мы делаем в фойе шикарную выставку большую татарского народно-прикладного творчества, литературы и так далее. И то есть всяк входящий знакомится с культурой татарского народа. Дальше мы делаем, допустим, армянский вечер, значит, у нас развернута армянская всевозможная красивая выставка и так далее. И каждый познает культуру друг друга. Мы обогащаемся. Ну и хочу сказать, что в 2014 году мы вступили, наш Центр национальных культур, мы вступили в Ассамблею народов России, в региональную, и дважды, в прошлом году и в этом году, на День народного единства 4 ноября мы были на форуме народов России в Москве, где в прошлом году выступал президент перед нами. В этом году тоже очень много выступающих заслуженных людей были, которые, тема вообще-то межнационального отношения сейчас вышла на новый уровень. Ну и должна сказать, что Дубна, как всегда, как это у нас всегда принято, мы впереди планеты всей. А наш центр, мы о себе уже заявили в области, о нас очень хорошо знают. О нас очень хорошо знают в правительстве Московской области, потому что ежемесячно раз или даже 2 раза проходят областные круглые столы по всем муниципальным образованиям Московской области, куда приглашаются все работники вот таких центров, автономии и так далее. Ну и практически на каждом круглом столе, значит, слово предоставляется Дубне, то есть вот нашему Центру национальных культур. Поэтому нам есть о чем рассказать. Вот, с нас уже берут пример. А в частности, наш центр – это единственный пока на сегодняшний день центр, который открыт на базе библиотеки. Это очень важно. Вот. И поэтому уже некоторые тоже с нас берут пример и хотят также открывать центры на базе библиотек, потому что помещений, по сути, нет. Никто не будет тебе строить отдельные здания и так далее. Ну, оценка нашего труда, нашего центра, я так считаю, что трижды мы становимся лауреатами премии «Наше Подмосковье» 2014, 2015 и 2016 год. 26 ноября, я уже говорила, будете отмечать 25 лет со дня создания, основания общества. Сегодня есть понимание, как отмечать юбилей? Что в программе? Буквально в нескольких словах. В 12 часов в Малом зале Дома культуры и мир круглый стол о роли национально-культурного объединения по формированию культуры межнационального общения. У нас опыт наработан, есть о чем говорить. В 13 часов работает выставочный зал, где будет мастер-класс «Рисуем татарский костюм», выставка нашего быта, выставка рисунков, фотографий и так далее. То есть люди уже смогут прийти, знакомиться. И с 14 часов в Большом зале уже торжественное мероприятие с концертом. Тоже как концерт национальных культур. Приглашаем всех, милости просим. Уважаемые гости, вам большое спасибо за беседу и ждем вас в следующий раз у нас в студии. Всего доброго, до свидания. Спасибо.